Завершаем сегодня нашу программу очередной экскурсии по Татарстану. Наша рубрика, в которой мы рассказываем вам о районах республики, заметно оживает с приходом лета. Потому что есть у нас такие районы, которые просто противопоказано посещать зимой. Невозможно зимой оценить все прелести пейзажа. И вот с точки зрения пейзажа, наверное, лидером в Татарстане является вот этот Камско-Устинский район. Безусловно, именно это и отражено на районном гербе. Вот эта гора, кстати, настоящая. Мы с ней сегодня познакомимся поближе. Название же района говорит само за себя, и тот вид, который открывается с его берегов, невозможно описать никакими словами. В Татарстане вроде нет моря, но в этом районе оно есть. Настоящее море без берегов. 40 километров до ближайшего противоположного берега. Я не знаю, видит ли его камера, но даже мне он виден не совсем отчетливо. Причем то, что мы видим с вами здесь, это не просто самый красивый, самый широченный в Татарстане и вообще в Поволжье водный бассейн. Это уникальное место, место слияния двух могучих российских рек. Волга, текущая оттуда, с севера, из Казани, и Кама, приходящая сюда оттуда, с востока, сливаются здесь воедино. И далее туда, на юг, течет уже та река, которая, как мы все знаем из школьной программы, впадает в Каспийское море. Я не сказал, какая река, хотя вроде бы каждому это очевидно. Но на самом деле очевидно, да не совсем. На этот счет есть разнообразные теории. Дело в том, что в этом самом месте Кама значительно полноводнее. Кроме того, существует еще целый ряд факторов. Например, исток Камы находится значительно выше истока Волги. Поэтому многими считается, что это все-таки Волга впадает в Каму, а не Кама впадает в Волгу. Соответственно, все-таки в Каспийское море впадает именно Кама. С научной точки зрения, возможно, что все это действительно так. Но с исторической точки зрения, мы, наверное, должны оставить все так, как есть. Мы все-таки с вами находимся в Камском, а не в Волжском устье. Огромное богатство есть у Камско-Устинского района. Более 70 километров береговой линии. Более 70 километров неописуемых красот. Курорт, причем не самый южный. Однако в садах тут цветут дыни да арбузы. И этот теплый климат делает и людей более теплыми. Отразить на гербе этот невероятный разлив, конечно, никак не получится. Поэтому выбрали для центральной фигуры герба еще одну визитную карточку – гору Лабач, природный заказник. Это самая высокая точка в районе – 136 метров, часть целого горного массива – Богородских гор. И практически все, что есть на этой горе, занесено в Красную книгу. Плюс историческое значение. Здесь до сих пор сохранилась система окопов еще времен Гражданской войны. Говорят, Репин именно где-то здесь писал эскизы к своим бурлакам на Волге. Но туристы, в огромных количествах посещающие эти места, интересуются не столько флорой, сколько фауной этих мест. Рыбалка – вот зачем сюда едут со всей страны. Дело в том, что у здешней рыбалки есть свои особенности. Пошла! Пошла! Судак! Судак, да, настоящая. Здесь какая-то рыба особая, что ли? Или тут ее много просто? Здесь места Вкусовая, красивые. да, особо вкусовые качества. Камская рыба, волжская, отличается по вкусу вообще. Здесь рыбаки-то приезжают со всей страны, да? Да, негры уже ездят. Чё там уже это? Конечно, прошли те времена, когда из Волги до Камы доставали белук, тех, что, как здесь говорят, на телегу положишь, так еще хвост свешивается. Но важна-то не рыба, как мы все знаем, а то, что вокруг. А вокруг, по всему берегу, природа поразительная, деревушки живописные, к одной из которых, возможно, имеет прямое отношение вот этот символ с распростертыми крыльями чайка. Между тучами и морем гордо реет буревестник черной молнии подобной. Чайки стонут перед бурей, стонут, кружатся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.
Несмотря на то, что автор герба утверждает, дескать, они не имели в виду это бессмертное произведение Горького при составлении герба, тем не менее, наверняка оно все-таки подсознательно имелось в виду. Потому что Горький – это не чужой человек для Камско-Устинского района. Он жил здесь, в деревне Красновидово, почти 8 месяцев. И, конечно же, здесь есть его музей. Строго говоря, в Красновидово жил все-таки Алексей Пешков. Максима Горького как имени тогда и не было еще. Пешкова тут звали Лешка Подлодочник, поскольку встречал он частенько на берегу лодки с товаром своего друга, хозяина местной лавки. Позже он опишет красоту этих мест и нравы местных жителей. Бывал тут, кстати, и Короленко, и Гагарин, и Екатерина II, которая, собственно, и дала название деревне Красновидово, то есть прекрасный вид. Разве не так? Испокон веков местные жители зарабатывали себе на хлеб рыбным промыслом, торговали своими знаменитыми яблоками. Сегодня занятий у них заметно прибавилось, причем на разный вкус. Камско-Устинский район – притягательное место еще и для экстремального туризма. Волжский берег – рай для альпинистов, например. Вот эти ребята местные, готовятся к большим соревнованиям. Ну, в принципе, да, это единственные живые скалы в Татарстане у нас. Живые – это что значит? Естественные. Тут же, в принципе, вот недалеко, в овраге буквально. Юрьевские пещеры тоже, в принципе, живые, естественные. То есть это не рудник, а оно как бы образовалось именно из-за грунтовых вод. То есть его смывало веками. Природа, надо сказать, здесь очень изобретательна. И это, увы, не сразу и заметишь. Даже альпинистов издалека не очень-то различишь на этом пейзаже. А что уж говорить о знаменитых Камско-Устинских пещерах, среди которых самая знаменитая вот эта, Юрьевская. Вы знаете, в интернете пишут, что якобы, значит, это вторая пещера в Поволжье по крупности, да, по масштабу, по размеру. По да? протяженности, Это факт? да, так и это есть? действительно так. Это вторая по протяженности пещера в Поволжье. Подземные воды спускаются в овраг, вымывая тем самым доломитовые и гипсовые образования и образуя вот таким образом различные ходы более 10 тысяч лет этой пещере. Общая длина этой естественной пещеры более километра. Ее площадь 3500 квадратных метров. Она, в принципе, открыта для туристов, но не стоит ходить сюда без проводника. Во-первых, самонадеянность может обернуться трагедией с чисто медицинской точки зрения. Во-вторых, можно просто пропасть в этом лабиринте. Красота всегда требует жертв. Также очень интересные стены этой пещеры. Еще раз повторяю, это все пруд воды, только воды, то есть это природное образование. Посмотрите, какие очень интересные размывы. Если посмотреть, то можно увидеть вот такие как бы трубы, да? То есть туристы очень любят это место. Как вы посмотрите, очень хорошие площадки в лесу для отдыха, и сравнительно недалеко есть вода, можно спуститься за водой. Что, таких пещер больше нет в Татарстане? В Татарстане нет, более доступных пещер в Татарстане нет. Это вот единственное. Так что по вкусу тут отличается не только рыба, по вкусу отличается весь этот район от любого другого. Или по вкусам. Каждый что-то найдет для себя. Увы, мы показали лишь малую толику всех здешних красот и древностей. Например, мы просто проехали мимо легендарного гипсового рудника с более чем 100-летней историей. А ведь это вам даже не Юрьевская пещера. Масштаб-то в сотни раз больше. Но, значит, будет еще возможность вернуться сюда. О некоторых вещах просто не говорят вскользь. Мы, которые живут в Камском устье, сразу говорим, что такого прекрасного места, как наш район, нет в мире. Да, в мире нет. Хочешь еще краше делать, еще красивее. Вот, где что-то не хватает. Хочется самому соответствовать в каждом вопросе, в каждом деле, чтобы у нас все эти вопросы были самые прекрасные. Школы, самые прекрасные отремонтированные больницы. Все хочется, чтобы у нас было самое лучшее.
Мы можем долго спорить о том, что куда впадает. Кама в Волгу или Волга в Каму. Но, по-моему, невозможно спорить с тем, что две эти великие реки впадают в нас. Они утоляют жажду нашу любого рода. Они, конечно, делают нас чище. Не всем верится, но люди, выросшие на этих берегах, возможно и правда, в чем-то лучше нас, обыкновенных, не привыкших к подобного рода красотам, не верящих, что мир способен изменить нас в лучшую сторону. Однако в Камско-Устинском районе эту истину понимаешь как ни в каком другом. Природа не меняется, меняется человек. До свидания.